Начнем выпуск с истории, которая потрясла Таджикистан. В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге скончался 5-месячный младенец, отобранный у таджикской мигрантки. Случай произошел 13 октября. В тот день сотрудники УФМС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга из-за нарушения миграционного законодательства задержали супружескую пару из Таджикистана Далера Назарова и Зарину Юнусову и отвезли в первый отдел полиции. По приезду в участок без составления необходимых процессуальных документов пару поместили в камеру временного содержания, а их сына, 5-месячного Умара, который нуждался в постоянном уходе, отняли у мамы. Беспардонные сотрудники полиции при этом не сказали родителям, куда собираются отвезти младенца. После 5-часового разбирательства и вынесения постановления об административном выдворении супружескую пару отпустили. Сразу после выхода из участка мигранты пошли за своим сыном в указанный отдел полиции. Сотрудники отдела не сообщили родителям адрес местонахождения их сына, а через день после безуспешного поиска своего отпрыска утром 14 октября родителям позвонили и сообщили, что их сын скончался. Недоношенный родился. А вес хорошо набирал, все здорово, все нормально был. Хахакал, хихинул здесь. С него и все. Звонил и говорил, ребенок нет, умер. Гибель 5-месячного младенца получила широкий резонанс после того, как в минувшую пятницу несколько десятков граждан Таджикистана пикетировали консульство республики в Санкт-Петербурге. Новость подхватили местные СМИ, а потом и федеральные каналы, и только после этого посольство Таджикистана в Москве направило ноту в МИД России с просьбой содействовать проведению объективного расследования этого трагического случая. В ответной ноте российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родителям Умара Али Назарова и сообщило, что для выяснения всех обстоятельств случившегося были незамедлительно направлены соответствующие запросы в МВД, ФМС, Минздрав и Генпрокуратуру России. А сегодня уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов сообщил на официальной странице в Твиттере, что направил обращение в Генпрокуратуру и главе МВД России с просьбой провести тщательное расследование действий ФМС и полиции Санкт-Петербурга. Затем на этой же странице появилась запись о том, что ведется расследование гибели 5-месячного малыша из Таджикистана, ранее изъятого полицией Петербурга. В СМИ и ранее освещались подобные сценарии, однако такой фатальный исход, связанный со смертью младенца, пожалуй, выходит в первый раз. Да, в Москве произошел такой подобный случай, это где-то год-полтора назад было. У гражданки Республики Таджикистан решили ее выдворить из Российской Федерации на том основании, что ее документы не были в порядке. Через принудительное выдворение ее поместили ИВС, изолятор вне содержания, что по административным делам категорически это запрещено. Мы выехали вместе с ее родственниками на этот изолятор вне содержания. Начальник изолятора вне содержания сказал, что он всего лишь смотрит, за ней больше ничего, никаких полномочий не имеет. И на наш вопрос, что почему ее сюда поместили, а не другое, он сказал, что так как все спецприемники полные, вынуждены были ее сюда отправить. И так как потом мы известили, что у нее есть ребенок, он очень удивился, что он об этом не знал, и решение приговора суда, и в документах суда ничего об этом не написано. И после нашего обращения, многочисленных обращений посольства Республики Таджикистан, нас там принял человек по имени Парвиз, то ли там юрист, то ли кто. Мы с ним обсудили этот вопрос. К сожалению, со стороны посольства никакого помощи не дождались. Мы вынуждены были потом обратиться к адвокатам через правозащитников. Родственники давали деньги еще этим адвокатам, потому что так как юристы, ни один юрист туда не ходит в это изолятор время содержания. И мы сделали все документы необходимые и отправили домой данную гражданку. А все суд оказалось в том, что так как она не успела оформить свидетельство о рождении, ну, как справка с роддома была, а вот свидетельство она не оформила, все суд было в этом. И как мы узнали, что некая гражданка, сотрудница полиции, несколько раз обратилась к ней, приходил даже ИВС с просьбой, чтобы она отказалась от этого ребенка, чтобы она удочерила этого ребенка. И из-за этого долго она не могла получить доступ к своему ребенку, и мы не могли долго ее отправить домой. Хочу сказать, что если в свое время было бы хотя бы обращение сотрудников Федеральной миграционной службы Санкт-Петербурга или сотрудников правоохранительных органов, или другие государственные учреждения, может быть, такой ситуации в данный момент не произошло бы. Но, к сожалению, в свое время на это не обратили внимания, и мы сейчас имеем то, что имеем. Последствия уже видны.